Ибрагим Хальфин, первый татарский адъюнкт-профессор. Салям, дуслар! Готовится к печати вторая книга из серии «След татар» под названием «Лицо казанской национальности». В нее вошло 33 персонажа. Фрагмент 8. Первый татарский букварь в России был напечатан в 1778 году. Его автор Сагид Хальфин. Это дед Ибрагима Хальфина. Дед Сагид и как отец Исхак преподавали в гимназии татарский язык. Там также преподавал и сам Ибрагим Хальфин до того, как поступил в Казанский университет и стал первым адъюнкт-профессором среди татар. Помимо татарского Ибрагим Хальфин обучал турецкому и арабскому языкам. Также занимался исследованиями в области востоковедения. Ибрагим Хальфин участвовал в издании знаменитой родословной тюрков Абулгази Багадор-хана, хивинского хана Чингизида. Благодаря ее изданию в Казани после текстологической редакции Ибрагима Хальфина этот замечательный исторический памятник тюркских народов был введен в научный оборот и стал доступен всем ученым-ориенталистам. Причем не только российским, но и зарубежным. Заметим в скобках, что первый перевод рукописи хивинского хана Абулгази был осуществлен и издан еще в 1770 году Тредяковским и Миллером, и он назывался не «Родословная тюрок», а «Родословная татар». Но впоследствии слово «татар» поменяли на «тюрок». Ибрагим Хальфин имел и самостоятельные работы. Самые известные из них – это «Азбука и грамматика татарского языка» и «Жизнь Чингисхана и Аксак-Тимура». Любопытный факт. Американский ученый Отто Рерих в то время изучал язык индейцев Сиу, и ему показалось, что он близок к тюркским языкам. Для того, чтобы подтвердить свои догадки, ему нужна была консультация специалиста, хорошо знавшего диалекты Урало-Алтайского семейства языков. Американский ученый был знаком с трудами Ибрагима Хальфина и поэтому обратился к нему за помощью, написав письмо. Но Ибрагим Хальфин не смог ему ответить. Причина проста. В 1861 году, когда Отто Рерих писал в Казань, Ибрагима Хальфина давно уже не было в живых. Он умер в 1829 году.